Воскресный эфир канала БСТ продолжают итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. В снежном плену, перекрытые дороги, отмененные гастроли, километровые аварии. Снег царапает лицо, я даже не могу встать по направлению. Люди в ожидании помощи ночевали в машинах. Я уже паниковать начала. Да. Совсем на поле одни. Синоптики предупреждают, метели еще впереди. 2 министра и одно уголовное дело на двоих. Почему вас обвиняют в таком преступлении? Сейчас узнаю. Вице-премьер Борис Беляев арестован вслед за главой Минстроя Рамзелом Кучербаевым. Ущерб бюджету из-за действий чиновников оценили в 95 миллионов рублей. Золотые запасы на продажу. Думаю, положу это для учебы ребенка. Вот положила. 3-й год жду, когда вернут. В гостиницу «Уралтау» гектары земли организаторы финансовой платформы намерены отдать вкладчикам. Кто-то приходит со 100 тысячами, для них это большая сумма. Некоторые приходят 1 200 000, 7 миллионов, 25 миллионов. Обманутых 3000 человек. Достал ребенка и перерезал пуповину. Сверху, снизу перевязывается и, соответственно, посередке вот это все отрезается. Мастер-класс от папы из Уфы, который сам принял роды на дому. И доигрались до неудобного соперника. Красковский. Рафиков под бросок и 4-1. В первом раунде Кубка Гагарина юлаевцы против трактора. Кто займет место голкипера и как идет подготовка к играм на вылет. Холода вернутся в республику, несмотря на календарную весну. При прояснениях сегодня ночью столбики термометров опустятся до минус 23 градусов. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов мороза. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица, ухудшение видимости в метели до 500 метров и менее. Такой же прогноз специалисты дают и на вторник, который выдастся еще холоднее. Ночная температура составит 27 градусов мороза. В Башкортостане пенсионерка и 2 детей чуть не замерзли до смерти на трассе. Женщина направлялась с внучками в Орск. Ее автомобиль попал в снежный занос и застрял. За ней образовалась пробка почти из 2 десятков машин. На помощь пришли полицейские, они вытащили машину. Один из правоохранителей даже сел за руль, так как женщина из-за шока не могла управлять своим транспортом. На неделе движение на дорогах было парализовано почти по всей республике. Так, в Аургазинском районе из-за метели произошла, пожалуй, самая массовая авария за всю историю из 39 машин. В ДТП попала и наша съемочная группа. Пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. А вот в Благоварском районе спасателям пришлось эвакуировать застрявших. С подробностями Анастасия Ильчебаева. В секунду из наблюдателей мы превратились в участников массового ДТП. Едущая позади «Лада Гранта» не смогла затормозить. Но нам еще, можно сказать, повезло. Многие оказались зажаты со всех сторон. На Стерлитамакском тракте серьезное ДТП. Молодому человеку явно нужна медицинская помощь. Машины стояли, словно сцепленные вагоны, а водители, идущие по встречной полосе, еле успевали считать поврежденное авто. Просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 машин, 8, 9, 10, 11. Водителям приходилось после столкновения тут же покидать свои машины, так как позади в них могли влететь скользящие фуры и легковушки. Автовладельцы до приезда сотрудников ДПС пытались своими силами избежать дальнейших столкновений, регулируя поток машин. Остановился, сзади меня подъехал. Догнали просто. Надо сфотографировать хотя бы. Так, тут просто стоять это опасно даже. Видимость это когда открытое поле, проезжаешь, вообще ничего не видно. Это открытый участок дороги, где нет лесополосы, которая могла бы немного защитить от метели. У журналистов есть такое негласное правило, что в кадре нельзя появляться в шапке или в капюшоне. Но сейчас тот случай, когда можно сделать исключение. Снег царапает лицо, я даже не могу встать по направлению к осадкам. Ветер жуткий сносит с ног. Многим пострадавшим понадобилась помощь медиков. На месте аварии работали и спасатели. Метели бушевали всю неделю. Но некоторые автомобилисты умудрялись в такую погоду выехать пьяными. Сотрудники ДПС задержали в Мишкинском районе нетрезвого водителя школьного автобуса. При этом в салоне «Газельки» находились 10 детей. Прибор показал содержание алкоголя в крови 1,24 промилле.
Как вы относитесь, если ваших детей перевозил бы водитель в нетрезвом состоянии? Я прошу относиться к этому очень серьезно, чтобы не повторяли мою ошибку. Метели и сильный ветер накрыли и южную часть республики. В связи с неблагоприятными погодными условиями было введено временное ограничение движения на дорогах в Баймакском районе. Эти кадры сняли актеры Национального молодежного театра. Театральная группа из 25 человек выехала из Уфы в Сибай, где должны были состояться несколько спектаклей. До столицы Башкирского Зауралья автобус так и не доехал. Из-за метели въезд в город был закрыт, и артистам пришлось ночевать в ближайшем Магнитогорске. Гастроли были отменены. Танки. В последний раз такая метель бушевала в Зауралье в 2016-м. Для расчистки пришлось привлекать военных. Тогда в сильный буран погиб 17-летний парень. Он вышел из колледжа и пошел домой пешком. Его нашли мертвым в нескольких сотен метров от деревни. Местным жителям приходилось откапывать себе выход из дома. Из-за снегопада были отрезаны от мира 12 сел. Полки магазинов были пусты. Машины с продуктами просто не могли добраться до деревень. В этом году ситуация не была столь критичной, но многим автомобилистам понадобилась помощь. Среди застрявших на дороге были и наши коллеги. Съемочная группа телеканала БСТ не смогла проехать в Благоварском районе. Так выглядит межмуниципальная трасса между деревнями Удрякбаш и Куликул. Сугробы высотой, примерно 2, где-то 3 метра. Мы не доехали до Куликула примерно 3 километра. Съемочную группу спасли через 1,5 часа после звонка в МЧС. А вот автомобилистам, попавшим в снежный плен на этом же месте накануне, пришлось несладко. Мы находились где-то километра 4,5. Да. Не знаю, на каком звонке. Ответили, там же всего 200 метров, что они пешком не могут, что ли, дойти. Сагадиевы провели на заснеженной трассе почти 13 часов. Резида возвращалась из Уфы. Уже в Языково ее должен был встретить супруг. Но его семерка застряла по дороге, поэтому женщина попросила своего племянника довести ее до мужа. В итоге встали в сугробах вместе около 8 часов вечера. Помощь пришла под утро. Утром она паниковать 5 я начала. уже паниковать начала. Да. Совсем на поле одни. Вот с одной машиной. С одной. А остальные все, они смогли развернуться и уехать. Они приезжие были. Машин много было сначала. Машин 10. С 5 утра мы сидели. В 11 часу мы сюда приехали. В 11 часу, где-то в 9 часов движение началось. В республике из-за непогоды был развернут оперативный штаб и 18 пунктов временного размещения. За пару суток было эвакуировано более 30 человек. Небольшой снегопад продолжится и на следующей неделе. Госавтоинспекторы советуют отказаться от дальних поездок. Высок риск, что не закончится до прибытия в пункт назначения. Анастасия Ильчебаева, Вадим Исламов, Артур Ханов. Итоги недели. На дорогах республики сейчас работают свыше 500 единиц техники по расчистке проезжей части от снега. Дорожники трудятся в усиленном режиме круглосуточно во всех направлениях. В приоритете дороги регионального значения, следом идут местные пути сообщения. Так, в Альшеевском районе к Башкир-Автодору обратились из Шафрановского сельсовета с просьбой помочь очистить от сугробов центральной улицы. Люди даже не могли выйти за ворота. Дороги между деревнями были заблокированы в Стерлибашевском, Бишбулякском и Абзелиловском районах. В районах Уфы на борьбу со снегом вышли 274 единицы техники и около 1200 работников. На ускорение строительства восточного выезда в Уфе направят еще 1,5 миллиарда рублей дополнительных средств. Деньги выделят из федерального бюджета. Решение было принято на заседании правительства России. Финансовую помощь в размере 100 миллиардов рублей распределили между регионами как для ремонта существующего дорожного полотна, так и для строительства новых инфраструктурных проектов. Восточный выезд попал в их число и получит крупный денежный транш, что позволит увеличить объем работ на объекте. В проекте автодорожный тоннель, мостовой переход через реку Уфу в створе улицы города Галле и дорога от моста до федеральной трассы М5. Между тем, на другом крупном объекте строители прошли полпути. Наполовину, можно сказать, построен новый мост через Белую. 330 метров из 688 готовы. Сам мост планируется открыть в октябре этого года, а месяцем ранее должна завершиться реконструкция развязки по улице Заки-Валиди и проспекту Салавата-Юлаева. Строительство Бельского моста ведется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость 3,5 миллиарда рублей. Ко Дню Республики в Уфе планируют открыть хоспис, возведение которого ведется на пожертвования граждан и местных предприятий. Накануне строительную площадку в очередной раз посетил глава Башкортостана Ради Хабиров. О необходимости такого медицинского объекта много лет говорили представители различных некоммерческих организаций, так как в паллиативной помощи в регионе нуждаются более 20 тысяч взрослых и почти 700 детей. Какие условия для них готовят строители, расскажет мой коллега Азат Садреев.
Вот так Лиза у нас играет. Музыкальный слух Елизавета унаследовала от своей мамы, флейтистки Башкирского театра оперы и балета. И даже простая мелодия – большая победа для девушки с диагнозом ДЦП, но неимоверным желанием жить и радоваться каждому дню. Из-за болезни дочери Альфия Гайфуллина не может оставить ее надолго одну. Обслуживать его надо полностью. Единственное, что я могу ее посадить в кресло там или положить в кровать, но все время необходима помощь. Я не могу ее оставить. Ну и силы мои кончаются. Мне нужен хоть какой-то передых. Помощь Альфия Гайфуллина вместе с Лизой смогут получить в хосписе, строительство которого ведется в пригороде Уфы. Многие думают, что такие учреждения предназначены только для безнадежных больных, но это не совсем так. Хоспис – это про жизнь, в первую очередь. Хоспис – это то место, где человеку будет комфортно, где ему будет не больно, не страшно, и он будет находиться в надежных, заботливых руках персонала медицинского, специально обученного именно хосписной службе, и волонтеров, конечно же, ну и родных, которые смогут приходить, быть здесь рядом с пациентом. Накануне глава Башкортостана посетил строительную площадку. Ради Хабиров дал поручение Минздраву проконтролировать обеспечение хосписа необходимым оборудованием и мебелью. Руководитель региона также поблагодарил неравнодушных жителей и местные предприятия, которые оказали финансовую поддержку. Учреждение строится исключительно на пожертвования. Мы, по сути, строим, посмотрите, все объемы не видны, мы, по сути, строим современную, большую, многопрофильную больницу. Только здесь гораздо более дорогие условия. Все-таки тут особые условия детям, взрослым, которые нуждаются. Денег все равно немножко не хватает. Но я собрал те предприятия, которые готовы нам бесплатно сюда. Я говорил, кто газ подключит, кто воду, кто кирпич даст, кто еще. Поэтому вот так построим. Я, честно говоря, для меня этот хоспис еще способ проверки нашей республики на зрелость. Свой вклад могут внести все желающие, сделав пожертвование на сайте ufahospice.rf или отправив СМС на номер 3443 со словом «Иман» и суммой перевода, например, «Иман-300». После сдачи объекта в холле стационара возведут стену благодарности, на которой напишут имена меценатов. Сам объект рассчитан на 60 коек, 40 взрослых и 20 детских. В каждом из блоков предусмотрены прогулочные зоны, а в детском отделении игровые площадки. Кирпичная кладка сейчас выполнена процентов на 70. На следующей неделе заходят у нас сантехнические работы, субподрядчики по сантехническим работам, фасадчики заходят у нас на следующей неделе. Электрики заходят на следующей неделе уже. У нас технические помещения готовы на 100%, они уже по ним будут работать. Строительство объекта ориентировочно оценивается в 539 миллионов рублей, а для пациентов пребывание здесь будет бесплатным. Штат сотрудников составит более 100 специалистов, среди них педиатры, терапевты и, конечно же, помогать будут волонтеры. Ради Хабиров поставил задачу трудоустроить в хосписе местных врачей, а для постояльцев организовать максимально комфортные условия. Для взрослых в хосписе будут 2-, 3-, 4-местные палаты, для детей одноместные комнаты. Кстати, вместе с ними здесь могут жить и родители. Тогда ребенок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что сами палаты вовсе не должны быть похожими на палату. Здесь будут непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки, шторы на окнах. Все как дома. А дома, как известно, и стены помогают. Фасад здания тоже будет отличаться от обычных медучреждений. Его выполнят в светлых тонах, а прилегающую территорию благоустроят, и она будет больше похожа на парк. Азат Садреев, Артур Елаев, Виктор Беренков. Итоги недели. Уфа. Ко Дню Республики глава Башкортостана поручил мэру Уфы открытие парка Кашкадан. Сегодня Ради Хабиров проинспектировал ход благоустройства места отдыха. Основные работы долгое время велись на Центральном озере. Впервые его полностью вычистили. Вывезли порядка 40 тысяч грузовых машин ила, грязи и бытового мусора. В самом глубоком месте озеро будет теперь достигать 4 метров. Чтобы минимизировать загрязнение воды стоками из частного сектора, установили противофильтрационный кран и ливневую канализацию. Таким образом, экологи надеются, что удастся воссоздать уникальную экосистему. Ну а горожане смогут купаться без угрозы для здоровья. Парк – это не место красивых вазонов или с кем. Парк – это место, где человек живет и отдыхает, восстанавливает свое здоровье. А для этого нужны активности, для этого нужны идеи.
Вот Валериан нам уже предложил музей здесь сделать. Поэтому мы вот так потихонечку и будем с ними сейчас советоваться. В дальнейшем нужно обновить детскую площадку, предусмотреть раздельные велосипедные и пешеходные дорожки, обустроить комфортный пляж и зоны для отдыха. В частности, летом на озере может работать яхт-клуб с прокатом лодок и катамаранов, а зимой каток. По словам Ради Хабирова, в парке должно быть минимум 2 ресторана, один из которых в зоне пирса. Там же планируют оборудовать оркестровую. В центре озера разместят макет парусного корабля со смотровой площадкой. Парк Кашкадан должен стать лучшим парком, расположенным на водоеме в России, заявил глава республики. Озеро будет урегулировано в большей степени, чем оно было урегулировано по уровню воды. А это даст возможность нам, например, воссоздать фауну, прибрежную водную растительность с какой-то гарантией, что мы обеспечим высокое биоразнообразие и работу всего этого на восстановление экологического озера. Жертвами коронавируса в Башкирии стали еще 4 человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 273 жителя республики. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 137. Внебольничную пневмонию диагностировали 168 пациентам. На сегодняшний день 19 человек с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии. Министр регионального ЖКХ отправлен под домашний арест до 11 апреля. Такую меру пресечения Борису Беляеву назначил Кировский районный суд. Борис Владимирович, меры пресечения согласны? Да. А как-то можете прокомментировать обвинение? Вице-премьер регионального правительства подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело касается построенных в Кумертау в 2017 году очистных сооружений. Тогда Борис Беляев был мэром города. По версии следствия, чиновник утвердил акт приемки объекта, на котором не были проведены пусконаладочные работы. Очистные сейчас фактически не функционируют и непригодны для эксплуатации. В результате преступных действий чиновника бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. В настоящее время министру жилищно-коммунального хозяйства республики предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Перед решением суда Борис Беляев просил не заключать его под стражу, так как у него на иждивении дети. Кроме того, он не намерен скрываться и всегда по первому требованию является на допросы. Ранее по данному делу был задержан руководитель республиканского Минстроя Рамзель Кучербаев. В 2017-м он возглавлял управление капитального строительства региона, а также принял неработающий объект. Фемида также отправила его под домашний арест. Без преувеличения золотые запасы нашли у участников печально известной одноименной финансовой платформы. Активы на 5 миллиардов рублей, благодаря которым так называемым вкладчикам золотого запаса вернут деньги. В очереди не первый год стоят почти 3000 обманутых клиентов. Было больше. Кто-то уже получил выплаты, ну а некоторые так и не дождались. Умерли. На неделе чиновники вновь обратили повышенное внимание на эту проблему. Озвучены возможные сроки погашения задолженности, а также известные механизмы, за счет чего именно, знает Артур Шамсудинов. Была выплата денег, у меня дочь погибла, и у нее вот сын остался. Там общая сумма набралась, и думаю, положу вот это для учебы ребенка. Вот положила. 3-й год жду, когда вернут. В золотой запас Татьяна Зарубина вложила, что называется, последние кровные, более 300 тысяч рублей. Эти деньги семье выплатили за смерть дочери военнослужащей. Тогда, 3 года назад, пенсионерка решила во что бы то ни стало поставить на ноги оставшегося внука. Средства рассчитывали потратить на образование. Я пришла в этот Башкомснамбанк с деньгами, и здесь вот служащая банка говорит, вы знаете, вот есть продукт у нас такой, называется «Золотой запас». Это тот же самый банк, только по-другому называется золотой. Давайте вот туда, там вот у нас вот столько процентов, а здесь вот 10%. Может, вам сюда выгоднее положить? Через какое-то время финансовое учреждение переименовали в Роскомснаббанк, а чуть позже у организации отобрали лицензию. Кинувшись в офис, Татьяна Зарубина вместе с остальными вкладчиками узнали, что юридически никакого отношения золотой запас к банку не имел. Они просто арендовали помещение. В силу того, что думала, может быть, как-то по-другому разрешится эту ситуацию, пошла,
их офис. В данном офисе я обнаружила только одну единственную женщину. В самом офисе стоят 2 стола, стоит неработающий принтер. У женщины нет ни печати, ни штампов, ничего. В реестре ожидания оказались около 5000 человек. Все в один голос говорят, что их заманили повышенной ставкой от 10 до 17% годовых. Подвох никто не заметил, все-таки услугу предлагали в банке с многолетней репутацией. Золотой запас на деле оказался финансовой платформой, с помощью которой физические лица кредитовали малый бизнес. Инвестиционная площадка – это всего лишь площадка, где размещались как инвестор, так и привлекающие эти средства. В данном случае заемщики. Данные заемщики в свое время, прежде чем размещать свои проекты, эти проекты, естественно, проходили аккредитацию. В состав входили пару десятков компаний, которые формально брали у людей деньги в долг, в большинстве случаев под строительством. Средства лежали на счетах в Роскомснаббанке, а после отзыва лицензии оказались недоступны, поэтому и выплаты прекратились. Кто-то приходит со 100 тысячами, для них это большая сумма. Некоторые приходят 1 200 000, 7 миллионов, 25 миллионов. Есть разные суммы. И те, кто, так сказать, 80% это у нас пенсионеры, а 20% это где-то молодежь. Половина вкладчиков уже получили свои деньги. Это порядка 1,5 миллиарда рублей. Еще столько же предстоит выплатить. Единственный способ вернуть заемные средства – распродать имущество, которое принадлежит должникам. На сегодня есть 2 основных актива, деньги от продажи которых пойдут на погашение задолженности перед вкладчиками. Один из них – это гостиничный комплекс «Уралтау», расположенный в Уфе, включающий в себя также прилегающее офисное здание и подземную парковку. Общая стоимость оценивается где-то 800 миллионов рублей. Но настоящим золотым запасом, позволяющим полностью возместить всю задолженность, являются земельные участки в селе Русский Юрмаш. По оценкам, их стоимость оценивается более чем в 4 миллиарда рублей. Этого хватит с лихвой, говорят эксперты. В Русском Юрмаше идет перевод земель из сельхозназначения в земли ИЖС, земли населенных пунктов, и оттуда, или от продажи земельных участков будут получать вкладчики за счет этой инвестиционной программы, или земельным участкам непосредственно. Ситуация не идет к какому-то сценарию самотека. Мы осуществляем парламентский контроль. В условиях кризиса и пандемии реализовать такие крупные объекты будет непросто. Однако на землю уже есть инвестор, заинтересованный в комплексном развитии территории. Проект должны рассмотреть в ближайшее время на одном из инвестиционных часов в правительстве. Единственный вопрос, который теперь стоит перед вкладчиками – сроки возврата денег. На погашение задолженности может уйти около 2 лет. А ведь пока шли разбирательства, кто-то из клиентов уже умер. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Иван Шабрин. Итоги недели. Уфа. В Уфе мужчина принял роды дома у своей супруги. При этом отец не имеет медицинского образования. Это вовсе не новомодная прихоть родителей. Малыш появился на свет, опережая прогнозы врачей. Схватки начались неделю раньше, а сами роды прошли стремительно. Подробности у Лилии Курбановой. Свою маленькую копию Салават Давлетов теперь почти не выпускает из рук. Один из мужских заветов вырастить сына он начал исполнять раньше других отцов. Папа самостоятельно принял роды дома. Ну, это так быстро произошло, что мы сами даже в шоке. До сих пор находимся, конечно. Не ожидали сами, что все это стремительно получится. Меня ждали в роддоме 23 числа только, а у меня резко заболел живот. Оскар появился на свет 15 февраля. Такого тяжелого понедельника у главы семейства еще не было. Жена сидела в ванной, муж судорожно вызывал скорую помощь. В итоге медики только успели проинструктировать мужчину. Признается, было страшно, особенно перерезать пуповину. Сверху, снизу перевязывается и, соответственно, посередке вот это все отрезается пуповину. То есть заставила перерезать пуповину, то есть это тоже страшно, потому что, сказала, что опять-таки ничего страшного. То есть, наоборот, это все хорошо. В принципе, все страшно было. То есть, держать на руках ребенка, супруга в полуобморочном состоянии, оставить их двоих, чтобы пойти найти ткань. Вот это. Произошло быстро, скорее всего, из-за того, что вместе с водами он вышел. И так легко, как рыбка выплыла из меня. Я говорю, если бы я бы не успела его схватить, я просто почувствовала, что из меня голова выходит. У меня даже рот не открывался, я мужу не успела ничего сказать. И он уже, наверное, видел, что у меня живот вниз уходит. И в этот момент как-то схватил ребенка. А так
Ну, ребенок, не дай бог, бы в унитазе оказался, может, повредил себе что-нибудь. В роддом Айгуль забрали уже с новорожденным ребенком. С медициной никто из супругов не связан. Она юрист, он водитель экскаватора. Муж позвонил мне через день, через два, когда мы были в роддоме, говорит, а может мне профессию сменить? А в роддоме у меня тоже врачи спрашивали, а у вас что, мужчина к медицине какое-то отношение имеет? Я говорю, нет, он у меня обычный водитель. Они были ошарашены. Я говорю, ну вот скоро, я говорю, он правильно говорит, что как бы там спасибо большое им надо сказать, что правильно подсказывали все. Сына назвали Оскаром. Первого ребенка Айгуль тоже родила легко, так что врачи говорят, повезло не только с мужем, но и с физиологией. Домашние роды случаи редкие. Например, в третьем уфимском роддоме их не больше 20 в год. Но часто они заканчиваются не так благополучно. Эта ситуация неправильная. Рожать надо все-таки в родильном доме, потому что осложнения в акушерстве, к сожалению, они очень часто связаны с кровотечениями, а кровотечение, оно рядышком стоит с летальным исходом. Поэтому это очень опасно, рождение дома. И в ванну, и в воду. Во время родов дома была и старшая дочь, 2-летняя Лейла, так что произошло все почти у нее на глазах. Впрочем, для девочки тоже решающий момент. Малышка теперь мечтает стать врачом. Ну а фотоальбом Давлетовых благополучно пополнится еще одним, пока что маленьким человечком с уже большой историей. Лилия Курбанова, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Ну а теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Динары Таймасхановой. 13-летнего ребенка, который уже месяц находится в коме, сегодня перевезли в детскую клиническую больницу в Уфу. Ефим Москвин неудачно упал на турнире по борьбе в бокалах и до сих пор не пришел в себя. ЧП произошло 30 января во время финального поединка школьных соревнований. Спортсмен приподнял соперника и рухнул на маты. Ранее на здоровье мальчик никогда не жаловался. Сейчас расследованием инцидента занимается прокуратура и Следственный комитет республики. 7 лет колонии поселения получил пьяный водитель, по чьей вине погибла 8-классница в Стерлитамаке, а ее 13-летняя подруга осталась инвалидом. Такой приговор вынес городской суд. Летом прошлого года мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на тротуар, где избил девочек. Результат медосвидетельствования показал 0,8 промилле алкоголя в крови. Суд также взыскал моральный вред в пользу потерпевших – 1 800 000 рублей. Многодетному вдовцу жители республики собрали 1 000 000 рублей. Богдан Демченко с 3 детьми был под угрозой выселения из собственной квартиры. Из-за эпидемии коронавируса у мужчины возникли сложности на работе. Образовалась задолженность по ипотеке за квартиру. Кроме того, в феврале скончалась его жена Наталья, и мужчина вынужден был уйти в декретный отпуск. Чтобы содержать семью, уфимец таксует, пока его старшая дочь нянчится с младшими. Уфимец несколько месяцев жил в одной квартире с разлагающимся телом брата. Умершего обнаружил пасынок в мумифицированном виде. В двушке на окраине Черняковки проживали 2 родных брата. Алексей Брагин сначала рассказывал, что родственник на вахте. Но оказалось, что Павел умер в своей комнате, причем, судя по разложению тела, как минимум несколько месяцев назад. Прибывшие на место правоохранители забрали родственников погибшего. Они могут быть главными подозреваемыми, если выяснится, что мужчина умер не своей смертью. Какой станет пешеходная улица Октябрьской революции в Уфе, решат сами жители. На онлайн-портале стараяуфа.ру любой может поделиться своей идеей. По задумке, 4-полосная автомобильная дорога может стать 2-полосной, за счет чего увеличится пешеходная зона и появится велодорожка. Старые жилые постройки планируют расселить и перевести в нежилой фонд. На это место приглашают предпринимателей. В Башкортостане появится производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров во время рабочей поездки в Санкт-Петербург. Компания из северной столицы готова разместить свое производство в регионе. Итогом должен стать выпуск беспилотных вертолетов, чего нет пока в России. Речь также и о производстве аэротакси, которое будет оперативно перемещать людей и является передовым направлением в мире.
Уходящая неделя ознаменовалась двумя важными спортивными событиями. Футбольная Уфа возобновила выступление в РПЛ с поединка против Химок. Правда, уступили 1-2. Проиграли накануне хоккеисты Салавата Юлаева, тем самым упустив шанс встретиться в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина с более удобным соперником. Но поражение от ярославского «Локомотива» стало финальным аккордом для противостояния с челябинским «Трактором». Соперник, по мнению многих специалистов, очень неудобный. Но, к примеру, Рамиль Юлдашев с этим мнением категорически не согласен. Мой коллега Александр Усманов подведет итоги регулярного этапа КХЛ и набросает планы на плей-офф. Красковский. Рафиков под бросок и 4-1. Гол, который окончательно лишил шансов Салават Юлаев выйти на более удобного соперника. Последний день регулярного чемпионата КХЛ решал, какими будут пары в первом раунде плей-офф. Салават Юлаев в случае успеха в основное время над «Локомотивом» мог подняться на третью строчку на Востоке и встретиться в играх на вылет с Борисом. Однако уфимцы уступили со счетом 1-4 и остались на 4-м месте. А магнитогорский «Металлург» в последней игре регулярки сумел набрать 1 очко и обошел Салават Юлаев лишь благодаря количеству побед в основное время. Вспоминая прошлый сезон, матчи у нас были с «Авангардом». И вот все, кому не лень, говорили: ну, «Авангард» мы точно не пройдем, они же у нас в сезоне и так, и так. И вообще эта команда супер, а мы не очень. И что в итоге? Мы спокойно прошли. Это я к чему? К тому, что плей-офф – это другой мир, это другой хоккей. И нельзя за 2, 3, даже 4 матча в сезоне определить удобный, неудобный соперник. Можно только рассуждать, прогнозировать. Нынешний регулярный чемпионат получился лучшим для Салавата за последние 3 года. Несмотря на потерю Линуса Умарка, главного бомбардира клуба, коллектив Томми Ламс и гладкий чемпионат прошел более стабильно, чем в предыдущие сезоны. Уфимцы впервые с 2011 года выдали 9-матчевую победную серию. Хоккеисты первого звена Гранлунд, Маннинин, Хартикайнин стали лучшей тройкой в КХЛ, организовав ворота соперников 63 шайбы. А Тему Хартиканин, который проводит в Уфе 8-й сезон подряд, набрал рекордные 64 очка и стал вторым бомбардиром всей лиги. Сезон получается очень хорошим. У меня не было травм, у нас хорошее звено с Сакари и Маркусом. Отличное взаимопонимание как на льду, так и вне его. Мы с ними хорошие друзья, мне не на что жаловаться. Уверенность в себе на высоком уровне в течение всего сезона. Один из главных вопросов перед плей-офф – кто же займет место в воротах Салавата в первом раунде? Даниил Тарасов в играх против Кунлуня, Рижского «Динамо» и «Авангарда» сыграл так, что его признали лучшим вратарем последней недели в КХЛ. А Юха Мецела выглядел неуверенно в последней встрече регулярки против «Локомотива», пропустив за один период 4 шайбы. Я думаю, что, безусловно, тренеры доверят место в стартовом составе в плей-офф Юхе Мецеле. Он более опытный вратарь. Его готовили по определенному графику к решающим матчам. Да, возможно, он провел регулярку не столь хорошо, но у Даниила Тарасова и опыта такого нет. И стабильности, что самое главное, такой нет. Что касается «Трактора», то в этом сезоне подопечные Анвара Гатиатуллина показали, что являются одними из лучших по игре в обороне во всей лиге. Но вместе с этим хромает и атака. Эксперты и болельщики давно присвоили челябинскому коллективу звание команды, которая и сама не играет, и соперникам не дает. Поэтому именно «Трактор» становится самым неудобным оппонентом для первой четверки на Востоке. Но в Салавате Юлаеве соперников не выбирают, интеллигентно не комментируя провокационные вопросы журналистов, а спокойно готовятся к матчам на вылет. Уверенности может добавить и недавнее продление контракта с главным тренером Томми Ламсой. Я не совсем доволен тем, как мы провели регулярный чемпионат, потому что мы проиграли ряд матчей, в которых точно должны были брать очки. Все команды в лиге примерно равны по силе в нападении и защите, а Кубок Гагарина один, и за него будут бороться 16 команд. Не забыто в Уфе и поражение от «Трактора» в полуфинале Востока 3 года назад, когда коллективом руководил Эрка Вестерлунд. Кстати, вопреки осторожным прогнозам, как ни странно, именно правдоруб Рамиль Юлдашев «Трактор» считает соперником для Салавата вполне комфортным. Наша команда более мастеровитая. Опытные защитники, такие как Семенов, Панин, Бирюков, могут передать свой опыт более молодым игрокам обороны, как действовать в этих играх. Также у нас самая результативная тройка нападения – Хартиканин, Манин и Грану.
Так или иначе, Салават Юлаев один из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. И для того, чтобы поднять заветный трофей над головой, нужно выигрывать не только челябинцев, но и как минимум еще 3 команды. Итак, поход за Кубком Гагарина для уфимцев начинается 3 марта на своем льду. Прямая трансляция матча против «Трактора» стартует на нашем телеканале в 18:45. Александр Усманов. Итоги недели. Вот такой выдалась уходящая неделя. Сразу после итогов смотрите специальный репортаж Эмили Тимашева. Речь пойдет о санитарной авиации. Оставайтесь на канале БСТ. До встречи в эфире.